посмотрела на эти короли, черный, белый. Сколько горя по их думалкам люди планеты Земля испытали. А им эти думалки вдохновляли вот такие королевы, вот такие дамы, офицеры. Что я хочу сказать? Сколько существует планета Земля, столько времени продолжается горе, войны, горе, трагедия, рукотворное горе. Посмотрите историю. Но я сегодня хочу затронуть тему 8 марта, праздник женщин. Праздник у женщин каждый день, дорогие друзья, когда их дети живы-здоровы, когда их внуки растут в мире, когда в семье лад. Это праздник. Но коль праздник обособленный именно 8 марта, я хочу сказать, что этот праздник для меня, как представителю карачаевского, балкарского народа, это не праздник, это черный день, это трагедия, такая черная трагедия, беспросветная, незабываемая, зияющая рана, кровоточащая рана душ, сердец горцев, кавказцев. Почему? Многие из вас, как и я, многого не знаю, многие из вас тоже, наверное, не знают об этом, что 8 марта 1944 года товарищ Сталин, товарищ Берия и их приспешники, я не знаю, как их назвать, помощники, я никогда никого не хочу уничижать, но в то время это были наши символы. Они решили освободить Кавказ Северный от карачаевцев. Нас первыми депортировали в Казахстан, Киргизстан в 1943 году, ингушей, чеченцев, балкарцев в 1944 году. Еще другие многие народы, это и немцы, это, много, я сейчас перечислять не буду, но сегодня хочу подчеркнуть, что день 8 марта, женский праздник, это море, океан женских слез. В то время, когда мужья, отцы, братья, сыновья балкарцев воевали на фронтах Великой Отечественной войны с гитлеровскими захватчиками, в одночасье по решению наших руководителей Сталина, Берии и других решили и балкарцев уничтожить. Каким образом? Уничтожить с Кавказа. В 1944 году, 1944 году, 8 марта, они стучались в каждую дверь горцев, сакли, заставляли собираться. И самое страшное, что карачайцы этого, кажется, не испытали. Самое страшное то, что меня морозит даже сейчас. Ой-ой-ой. Собрали деревянные сакли многих балкарцев, невзирая, старик, женщина, дети, заперли и подожгли. Для чего? С какой целью? Враги народа. Какого народа?
что они сделали. Как можно праздновать этот день нам, горцам, я не понимаю. Поэтому я раньше тоже не понимала всего этого. Мои понятия созрели вот в течение последних 10 лет. До боли мне, больно, прям я объяснить не могу. Как же так? Когда воевали наши деды, прадеды, карачаевцы, балкарки, это одна нация, но они были разбиты в свое время кем-то, когда-то, как-то. Я не буду в глубину истории входить, потому что я не могу доподлинно все рассказать, потому что это надо прочитать, а я без подготовки вот веду эту речь. Мы одна нация. Нас разбили на 2 лагеря, на 2 соседних республик, на 2. Это Карачаево-Черкесия, это Кабардино-Балкария. Почему должно быть Карачаево? Что означает Карачаево? Черкесия? Что означает Кабардино? Балкария. Почему нас разделили? А разделили так, чтобы мы вместе же сила, кулак, это же кулак, бац, это удар. Нас разделили. Также разделили и другие горские народы. Есть кому что сказать. Почему-то именно с кавказцами обращались жестоко, хотели освободить этот райский уголок для Сталина, Берии и других, кому они относятся, к какому роду человечества, для них. «8 марта 1944 года стучались в каждую саклю, как я уже говорила, собирали женщин, стариков, детей, мужчин, которые вернулись с фронта калеками. Почему-то в некоторых аулах собирали их, еще раз скажу, деревянные избы и сжигали. Представьте, сколько крика, сколько боли испытали люди. За что? За то, что они вязали, теплые вещи отправляли на фронт, продукты отправляли на фронт. Кто деньгами? За то, что их сыны погибали, братья, мужья погибали. За что жгли? Красная армия почему так расправлялась с горцами? Сегодня это не праздник для нас, кавказцев, карачаевцев, конкретно балкарцев, карачаевцев. Нас первыми высылали. Сколько горя испытал народ, сколько горя приносил Ленин, Сталин. И продолжается это. Я уже в масштабе планеты возьму, так как мы уже более образованные, осведомлены более. Потому что у каждого есть телефон, интернет, компьютер. И мы знаем, что творится в мире. Кругом войны, кругом сильный обижает слабого, кругом творится бесчинство. Что делать? Если Бог велик, я не умаляю Его качеств, Его силы, Его священности. Почему? Почему позволяет братоубийственные войны? Почему человека, взявшего оружие в руки и прицеливавшегося в кого-то, почему он не, как вам сказать, не остолбенеет,
чтобы он замер заживо со своим ружьем в руках, с автоматом, с бомбой в руках. Бог, ты всесилен. Он услышит. Я делаю иногда такие обращения, обращаясь к великому Аллаху. И сейчас, бисмилляхи-рахмани-рахим, о великий Аллах, услышь мирных людей, даруй им правильное бытие, чтобы зависти не было, чтобы дружно жили все люди планеты Земля, чтобы сильный помогал слабому, чтобы не делили людей на расы, коль ты сам создал черных, бледных, белых, желтых, то даруй им дружбу. Ты же всесилен, великий Аллах. Почему из года в год, из века в век продолжаются эти войны? Прошу Тебя, великий Аллах, направь нас по правильному руслу. Пора это сделать. Я обращаюсь к Тебе, Твоя слуга, Пайгамбар. Власим Буш. Что сказать еще, я даже не знаю. Растрогалось, сердце прям расширилось. Не знаю, что сделать. Что-то плохо мне. Дорогие друзья, и радость, и горе входят под ручку. Представляете? Иногда горе вперед тянет радость, иногда радость старается идти впереди, избавиться от горя. Пусть это будет нашим девизом, нашим понятием жизни – идти впереди горя, отрезаясь от него и творить добро. Миру мир. Я люблю людей, правда люблю людей, невзирая такой он, невзирая такой он. Я люблю людей. И иногда эта любовь не выходит боком, потому что некоторые не понимают доброжелательности. Бывает, нагрубить могут. Ну что делать? Люди рождаются, как акушерка скажу, по ходу рождения, путь такой от мамы до белого света, они проходят узкий путь, и, видимо, мы пути шарики теряем. Из 100 шариков это обязательно 10 шариков попутно теряется у всех. Пока он не закричит: «Вау! Я родился!» А у некоторых теряются 50% шариков. Ну что поделать, такова жизнь. И я не обижаюсь на них, не укоряю. Это жизнь. Но здравомыслящие, я к вам обращаюсь. Берегите мир. И в своих речах, в своих выступлениях, особенно это касается ютуберов, я не знаю, инстаграмщиков, одноклассников. Рекламируйте мир. Так и есть, вы и так рекламируете. Но некоторые обостряют обстановку. Сегодня я вместе с балкарским народом, это карачаевский народ, карачаевцы, балкарцы – это одна нация. Ну, коль нас так разъединила советская власть, то я скажу, сегодня я с вами, дорогие мои кровинушки, балкарцы, я с вами разделяю ту горе, которую вы испытали. Пусть слезы матерей, женщин, детей вернутся огнем
для всех тех, кто дал нам это горе, эту трагедию испытать. Скажу несколько слов на карачаевском, балкарском языке. Диалекты немножко иногда бывают разные, так мы одна нация. Бағалы Карачай Малқар миллетим, бағалы аланла. Бүгін 2024 жылды 8 Mart'tı. Bugün bizni bek açık günümüzdü. Sabirlege de aytıp, har üde, har elde cilula ete turğuz. Sabirle bilsille ata analarını, babalarını sınagan kıyılıkların kalay açı jollarını ötkemiz yaşaubuzda milletimizni köp sınıktırgandılar, pasıkla. Anı unutur Allah kıyılık, Allah bizge vermesin. Birikmeklik bolsun. Sahibilerimizni eruk halda östüreyik. Biri bizge sense neyse dep, konşulukta, cuklukta yaşayık, bilek bolup. Boluşa bizge, kültüre birbirimizni sıyın, zarlıkını cuk koymay yüreklege. Zarlıktı dünyanı kurutkan, bağalı egişlerim, kardeşlerim. Biri atı aytıldı ise maktavla, 100 adam ana zar közle karaydılar. Men köpnü yaşagamay, köpnü körgemay, kesimden dötkendi. O sebeple bilip aytama. Zarlanmağız, kuvanığız. Kuvansağız yürekke Allah güç keledi. Kuvançtan adamga ilgili gizleseniz kuvansağız, kerti körgüzbek kuvansağız, yürekke yaşauğa sümeklik güç keledi de yaşauğuz o sebeple uzunrak boladı, sağlığız da igirek boladı. Bizni ata babalarımız sınagan kıyılıkını unutur, kıyılık gelmesin Karacay Malkar milletke. Kayda bolsak da, başka krallarda yaşasak da, Amerika mıdı, Tursiya mıdı, Suriye mıdı, Kazakistan mıdı, Kırgızistan mıdı, Moskva mıdı, Rusya mıdı, biz birikmekli unutmayık. Birbirimizge bilek bolayık, birbirimizge kol tutup, öge kötüreyik andan da deyik. Atımız maktavla aytılsın. Bu açık günde kallay algışla aytılgan eseli de Malkarda, Karachayda barsı da kabul olsun. Yaşasın alan halkım, Karachay Malkarım.